Что помнили потомки, посади дерево в честь подвига героя. В Ингушетии сегодня стартовала международная акция «Сад памяти». Стоп коронавирус. Для наблюдения за здоровьем и теми, кто в группе риска, в регионе организовано 4 обсерватора. В Яндере разрастается свалка. Человеческий фактор портит экологию. Почему мусор не замечали несколько лет и как теперь быть? На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. Дерево в честь подвига героя. В Ингушетии сегодня стартовала международная акция «Сад памяти», цель которой является увековечение подвига каждого погибшего участника Великой Отечественной войны. Почтить таким образом память о тысячах уроженцах Ингушетии, не вернувшихся домой с фронта, могут все желающие. Первыми к акции присоединились в Сунжинском районе. Дана Плива с подробностями. Липа, береза, грецкий орех – около 30 будущих деревьев, которые отныне будут олицетворять сад памяти. А сажают их на территории 4-й Нестеровской школы местные жители и представители различных организаций в рамках всероссийской акции. Ее инициатор Минприроды Республики совместно с общественным движением «Волонтеры Победы». 2016-го, с тех пор, как в регионе стартовало это движение, активисты успели высадить более 1000 деревьев в разных уголках республики. Акции, конечно, мы вообще планируем каждым годом все больше и больше наращивать такие акции, потому что это полезно, это нужно. Порядка 27 тысяч деревьев будет высажено на территории субъекта. Акция у нас всероссийская, приурочена 75-й годовщине победы над фашизмом. Вообще, конечно, для нас это вдвойне приятно, потому что акция у нас массовая, потому что массовая высадка деревьев. И каждый человек может внести свою лепту в озеленение нашей республики, улучшение экологической обстановки. Акция «Сад памяти» приурочена к Году памяти и славы и 75-летию победы ВОВ. В регионе она стартует сегодня, поэтому Нестеровская лишь первый пункт, где совсем скоро приживутся и зацветут новые саженцы. Присоединился к активистам и глава Сунжинского района Магомед Зейтов. Деревья украсят и двор детского сада рядом со школой. В работе помогают добровольцы из разных организаций. Вместе с ингушскими единороссами за лопату взялись и представители комитета по делам молодежи. К слову, они намерены и дальше принимать участие в акции. К тому же на этот год у них запланировано немало мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы. Добровольческий корпус и комитет по делам молодежи принимают участие в параде Победы. И продолжая, у нас будут различные форумные мероприятия и акции, приуроченные к 75-летию. И какие-то, именно так как у нас комитет по молодежи, мы направляем свою деятельность именно в то, чтобы как-то собрать их, заинтересовать. Наша задача, чтобы мы об этой войне не забывали, об этих тяжелых последствиях этой войны, миллионы жизней, которые были положены именно на этой войне, разрушение, вот все эти последствия, чтобы подрастающее поколение понимало, насколько страшны последствия вот этих вооруженных конфликтов. Всего в Нестеровском в рамках акции посадят более 100 деревьев. Еще один трудовой лагерь развернули во дворе 3-й школы, а команду активистов пополнили школьники и педагоги. Эта акция для них своего рода дань памяти защитникам Отечества, не пожалевшим своей жизни ради Родины в годы Великой Отечественной. Это формирует у детей все-таки навыки патриотического воспитания. Связь поколений, она не должна ни в коем случае прерываться. Всегда мы должны вот над этим работать. И сегодняшняя акция – это лишний раз мостик провела между прошлым поколением, погибшими солдатами, которые отдали свою жизнь. Деревья посадили в Бердюрте, а на следующей неделе у организаторов запланирован второй такой же массовый день труда уже в Троицком. Всего в рамках акции планируется посадить по всей стране порядка 27 миллионов деревьев. Она продлится до памятного 22 июня. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. 253 случая заражения коронавирусом зафиксировано в России на сегодняшний день. 12 человек выздоровели. В Ингушетии заболевших новым вирусом нет. Завершился и шопинговый ажиотаж на рынках и магазинах региона. А вот вернулась ли взлетевшая стоимость некоторых продуктов питания в прежнее состояние? Мониторинг цен проводят на торговых точках региона. На этот раз в рейд вышли сотрудники Роспотребнадзора и Народный контроль. Репортаж Дианы Дударовой.
أختي خادات خنتي خادات أصحين مخبص يلا خيرجي الفيروس ده دوساتشки дали أندري. Стабильности и правильных взглядов, правда, придерживаются здесь не все. На торговых точках рынка встречаются довольно инициативные предприниматели, которые, воспользовавшись ажиотажем покупателей за последнюю неделю, поторопились завысить цены на продукты питания. Только вот план наживы меняет народный контроль. Мониторинг цен на торговых точках Назрани продолжается. Мука, картошка, продукты первой необходимости, масло. Мучал хозяину. О неустойчивой ценовой политике свидетельствуют результаты предыдущего мониторинга. В течение недели цена на сахар повысилась на 10%, а на многих прилавках не удается застать продавцов. Возможно, стечение обстоятельств, но народный контроль не исключает того, что свои точки торговцы покинули намеренно до их прихода. К-350? Да, 350 10 килограммов, 5 килограммов 200. Опять же продавец бежал, а я где напротив. На некоторых точках продавцы заявляют, что ценники ставит хозяин. Причину повышения не знают. Только остается непонятным возрастание стоимости на некоторые продукты именно с начала недели. Совпадение или опять же ловят момент. Ну а продавцы чая заявляют, что цену на 20% завысил поставщик. И это не связано с новым вирусом. Товар импортный, проблема в неустойчивости доллара и поставках из-за рубежа. По 250 его продавали, сейчас на месте 276 он стоит. А почем его нужно продавать? А как думаете, с чем это связано? Повышением доллара. Коронавирус ни при чем. Да. У них чай завозной, они его покупают за доллар. Конечно, связано с долларом. Здесь уже невольно снимаешь ответственность предпринимателя. Но по какой причине колеблется цена на муку? Недоумевают общественники. Она, кстати, в последнюю неделю пользовалась особым спросом у покупателей. Такого урожая пшеницы в Российской Федерации не было даже в советское время. Мы хорошо это знаем. У нас мукомольный, мукомольный завод, который может, если пустить полную мощь, для того, что нашу республику обеспечить весь Северный Кавказ. Немного, но все же повысилась цена и на макаронные изделия. Мониторинг проводят и на складах. На гречку, рис тоже стоимость увеличилась. Что это не личная инициатива предпринимателя, он доказывает, предъявляя накладные. Хона абсолютно смысл здесь мягче поднимать. Клиентский базы клиент продукт на этом рынке. В общем, на завышение цен на складах не жалуются и сами покупатели. Нормально, в прошлый раз. А на рынке? Нормально. Пока одни проверяют цены, другие – ценники. В мониторинге торговых точек участвуют и надзорные органы. Сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений. Какой-то столько просто на первый раз предпринимателям удастся ограничиться предупреждением. В следующий раз в ход пойдут штрафные санкции, заявляют сотрудники в погонах. В размере 1000 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 тысяч юридических лиц. Это на первый раз. Если они не справляются, уже мы эти материалы за невыполнение предписания передаем в суд, уже суд решает. Это вплоть до закрытия вот этих торговых точек из-за того, что они не соблюдают данные требования закона. Хотелось бы к ним обратиться, чтобы они поставили ценники, соблюдали все законы защиты прав потребителей и относились уважительно к покупателю, к своему клиенту. Участники рейда считают, что во многом причиной необоснованного завышения цен стала паника жителей и массовая закупка продуктов, которая создала ажиотаж вокруг торговых точек. Инициаторами мониторинга стали единороссы. Решение проводить проверку динамики цен было принято на расширенном заседании регионального политсовета партии «Единая Россия». Поставим задачи, мы делаем все от себя зависящее, подключим все структуры, какие необходимы для того, чтобы повышение цен не было. Это указание главы республики, как вы знаете, это указание из Москвы. Так что будем делать проверки, и даже день-два раза будем делать проверки. К мониторингу присоединились и активисты регионального штаба молодой гвардии. Считают важным участие общественных движений в таких мероприятиях. Одно дело, когда контроль ведут органы представительные, исполнительные или надзорные власти.
Другое дело, когда мы, как общественники, смотрим реальную картину и представляем интересы молодежи. Мы намерены проверять дальше, проводить и свои рейды, и, возможно, делать контрольные закупки для того, чтобы поймать продавцов. Потому что многие, когда приходят к ним органы официальной власти, они, соответственно, снижают цены. Мы не можем проверить, по какой цене они реально продают это покупателям. Ну и мы намерены в этом помочь. Участники мониторинга пообщались и с руководством торговых точек. Потребовали усилить контроль над предпринимателями, чтобы на прилавках появились ценники, вместе с ними и некоторые продавцы, которых не удалось застать на рабочем месте. Реагировать на необоснованное завышение стоимости будут в соответствии с действующим законом защиты прав потребителей. Ну а жителей просят не поддаваться панике. Продуктов питания в Ингушетии достаточно. Диана Дударова, Магомед Даскиев. Новости 24. Коронавирусная паника не отразилась на деятельности Кантышевского колбасного цеха. Производство деликатесов из мяса говядины и конины идет, как и прежде. Несколько видов изделий, и копченых, и вареных, в общем, ассортимент разнообразный. Продукция уже много лет пользуется спросом у покупателей. А вот будет ли ингушский бренд дорожать в цене ввиду последних событий, выяснял наш корреспондент. На фоне массовой паники и больших закупок здесь объемы производства не меняются, как и поставки мяса. В этом нет необходимости, отмечают в цехе. Продукция есть и дефицита не предвидится. Прежде чем попасть на стол потребителю, продукция здесь проходит несколько этапов переработки. Первым делом мясо идет на обвалку, проходит через мясорубку и отправляется в морозильную камеру на 2 дня. Сразу, как погонетка заполняется, сразу в печку идет процесс, начинается там. Там час-полтора сушка идет до увядения красного цвета колбасы. Потом полчаса копчения идет. В день цех выпускает 400 килограмм готовой продукции. Розничная цена на колбасу тоже стабильно не превышает 350 рублей за килограмм. А на разные ассортименты она колеблется от 330 рублей. Мясо для производства закупают у проверенных ингушских фермеров. В последнее время очень начали дорожать вот это то, что мы берем искусственную оболочку, берем там разные специи, очень дорожают. С тех пор, как вот в начале, где мы начинали, было вообще очень стоимость маленькая этих искусственных оболочек всяких, специй. А сейчас уже вот в неделю даже приходится до 100-150 тысяч платить просто вот за это. С недавними событиями обвала рубля и открытием карантина местные жители стали массово скупать продукты первой необходимости. Для многих предпринимателей такой подход стал прибыльным. Из-за высокого спроса цены стали расти на 30-50, а то и на 70%. Здесь же заверяют, их продукция росту цен не поддастся. Как бы нам не было трудно, мы не будем добавлять на продукцию. Будем стараться, как есть, так как было, так и будем дальше работать. Обязательно. Мы же ингуши, и как-никак своим людям добавлять эти цены в данный момент, когда им очень трудно, это очень плохо. Очень плохо, в моем понятии. Давайте будем стараться работать, хоть маленькая прибыль, но работать как есть, как было. Не добавлять ни одной копейки. Предприниматель даже готов работать в убыток, лишь бы ситуация была под контролем. В дальнейшем здесь собираются удвоить производство, что даст еще больше рабочих мест местным жителям и заполнит рынок собственной продукцией. Сейчас в цеху трудятся 8 сотрудников. Самая ответственная миссия, пожалуй, лежит на плечах научного исследователя, который следит и модернизирует вкусовые элементы в колбасе. Качество и вкус продукции на первом месте. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. В связи с пандемией и объявленным карантином в регионе организовано 4 обсерватора, 2 основных и столько же резервных. Они предназначены для наблюдения за здоровыми, без признаков заболевания. В эту категорию также входят те, кто в группе риска, имевшие контакт с заразившимися коронавирусом или есть признаки инфицирования. Из обсерватора, расположенного в селе Сурхахи, репортаж Микаила Тангиева. Противочумные костюмы одноразовые, противочумный костюм многоразового использования, медицинские перчатки, средства для дезинфекции. Здесь и спиртовые салфетки есть для обработки рук и поверхностей. Ингушетия готова в случае чего встретить коронавирус во всеоружии. Один из 4 полностью оборудованных обсерваторов открыт на базе оздоровительного центра в Сурхахи. На складе для хранения расходного материала есть все необходимое для пациентов, которые будут находиться под наблюдением медицинского персонала и сотрудников Дома ветеранов. Данное облучение
выключатели можно использовать в помещениях, где находятся люди. Это очень удобно, так как по приказу лица, которые находятся под наблюдением, не должны покидать свои палаты. И здесь вы видите маски, это индивидуальные средства защиты. Это одноразовые маски, они в достаточном количестве, рассчитаны на 30 коек. То есть, в принципе, все, что вы здесь видите, рассчитано на 30 коек на 14 дней пребывания. Запас средств будет по мере необходимости постоянно пополняться. Также для людей, которые могут находиться в зоне риска заражения, подготовлены 30 палат под наблюдением квалифицированных врачей. Здесь они будут находиться в течение 2 недель. Если вдруг какие-то проблемы возникнут у пациентов, вопросы какие-то возникнут или симптоматика возникнет, и они захотят пообщаться с медработником, но по приказу 3 раза в день медработник, врач и медсестра специально организованной бригады будут их осматривать, проводить термометрию и консультировать по всем возникающим вопросам. Специалисты еще раз напоминают, этот и другие обсерваторы предназначены для людей, у которых нет никаких признаков инфекции, но есть риск, что они заразились или могут заразить других. Если за 14 дней вирус не проявит себя, пациенты могут уехать домой, получив больничный лист. Если же вдруг возникает какая-то проблема, появляются симптомы или положительный результат, то, естественно, этот человек и все лица, которые с ним находились в одной палате, уже транспортируются из данного обсерватора в медицинскую организацию, опять же, в соответствии с приказом по маршрутизации на специальном медтранспорте, и в этом случае проводятся уже совершенно другие медицинские мероприятия. Для ухода за предполагаемыми больными привлечены не только сотрудники и медики, но и работники Дома ветеранов. Для пациентов будет организовано многоразовое питание, а также полноценный отдых на территории оздоровительного центра. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Депутаты предлагают отпускать на заслуженный отдых мужчин в 60 лет и женщин в 55 лет, которые остались без работы и не смогли трудоустроиться в течение года после обращения в центры занятости. А гражданам, которые попали под сокращение за 2 года до наступления пенсионного возраста, нужно разрешить оформлять досрочную пенсию в день увольнения, полагают в парламенте. Законопроект о назначении досрочной пенсии для безработных граждан предпенсионного возраста внесен в Госдуму. Около 75% людей предпенсионного возраста испытывают трудности с дальнейшим трудоустройством после увольнения, поскольку не могут конкурировать с молодежью. Предполагается, что для назначения досрочной пенсии у безработного должен быть трудовой стаж не менее 15 лет и уважительная причина расторжения последнего трудового договора. А после достижения официального пенсионного возраста пенсия по старости будет назначаться автоматически. Живописный пейзаж и красивая природа близ селения Яндари изрядно подпорчены человеческой рукой. На окраине села развернута мусорная свалка, разумеется, несанкционированная. На место выехали экологи, вместе с ними и наша съемочная группа. Куда глядели местные власти и почему сразу не забили тревогу, не дожидаясь, пока свалка наберет нынешних масштабов, разбирался Идрис Ижиев. Несколько сотен метров, свалки не видно конца. Это не считая, что на выброс мусора здесь вблизи селения Яндари разрешения нет. Свалка несанкционированная. Огромная территория на окраине завалена тоннами как бытового, так и биологического мусора. Сотрудники Министерства природы, видя такие масштабы, забили тревогу. Однако кто виновник в этом деле, еще предстоит разобраться. Ясно одно, это не может быть один человек. Должен работать сельский участковый совместно с администрацией, ловить этих правонарушителей, создающих вот этот бардак, и наказывать. Потому что я думаю, что люди понимают только тогда, когда их бьют рублем, а не разными там объяснениями, посулами, да и вообще. Вот мы находимся вокруг живописное место, и вот эта свалка, вот это все, весь вид этого портит. И занимает практически какую территорию. Земли рядом с несанкционированной свалкой взяты в аренду под КФХ. По словам специалистов, арендатор должен был позаботиться о безопасности территории и следить за ее состоянием. Ведь столь огромная свалка не могла накопиться за короткий срок. Руководители вот этого КФХ тоже привлекались к административной ответственности. Сейчас на данный момент тоже возбуждено дело и в отношении администрации за их недосмотр.
по этому поводу. Ну и также вот владельцу вот этой земли, который вот занимается крестьянско-фермерским хозяйством, потому что понятно, что сброс может и не им произведен, но если земля закреплена за человеком, он должен нести за это ответственность. Это в любом случае. Местные власти также солидарны с экологами. Проблема есть, и ее надо решать. Вот только специалисты Минприроды уверяют, ответственность в первую очередь ложится на администрацию. Ведь по кадастровой карте земли закреплены за ней. Несколько раз она была ликвидирована с привлечением тяжелой техники, с привлечением грузового автотранспорта, вывозился мусор. Но через непродолжительное время, когда мы инспектировали данную территорию, выявляли новые случаи образования навалов мусора. Проблему нужно решать незамедлительно, ведь большая часть территории завалена биологическими отходами. При потеплении свалка станет настоящим рассадником вредителей и зловонного запаха. И если местные власти проявили халатность, то главными виновниками и нарушителями остаются жители. Эта свалка образовывалась несколько лет, и те, кто ее пополнял, видимо, просто решили сэкономить на вывозе мусора. Многие местные жители понимают всю тяжесть последствий и считают это недопустимым. цани аллахтиш мотиги это цацбонахди хон аухош нухош акустигич аз хон уюрт вах сагусоди хон яндери осаюрт нахди хон чагоди хрда дараз бригад лахташ калди хон свал хан мотишки амахусиш нухош ди хон диала ахдашанас ди хон нухош ах лaqu хажм лилж машинаж миибеди хон нухош лaqус В администрации села обещают разобраться в экологическом вопросе в ближайшее время. Виновные обязательно будут наказаны, а территория подвергнется масштабной очистке. Но пока сами жители не научатся беречь чистоту своей земли, такие проблемы всегда будут актуальны. Идрис Ижиев, Майырбек Межоев, Новости 24. Сегодня отмечается Всемирный день поэзии. Дата была утверждена в 1999 году ЮНЕСКО как праздник, который призван послужить созданию в СМИ образа поэзии как подлинного вида современного искусства. В честь литературного праздника во всем мире проходят поэтические вечера, конференции и семинары. Более того, Всемирный день поэзии призван дать возможность заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями в основном доходит до читателей творчество современных поэтов, а также литературным клубам, возрождающим традицию живого, звучащего поэтического слова. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.